Здравствуйте. В понедельник в окружном совете депутатов Якутска появилась первая и пока последняя партийная фракция «Единая Россия». Сможет ли она консолидировать наш городской парламент, который никогда прежде не отличался единством? Ответ на этот вопрос даст в нашей программе один из членов этой фракции, но вначале рассказ о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. 24 студента после противопаводковых работ попали в больницу с диагнозом сальмонеллез. Как показала проверка, проведенная Роспотребнадзором, виновата в этом оказалась столовая мэрии. Установлено, что продукты были просроченными и развозились на дамбы с нарушением санитарных норм. Да, и вот по этой причине, и также потому, что расследование продолжается дальше, столовая мэрии пока закрыта. Несмотря на утверждение, что Якутгазпром наладан дышит, вокруг этой компании по-прежнему крутятся большие деньги. В Москве сейчас идут переговоры о продаже пакета акций Якутгазпрома стоимостью 628 миллионов рублей. Речь идет о пакете, который принадлежит компании «Славия». Право на продажу этого пакета «Славия» получила несколько дней назад, после того, как Федеральная служба по ценным бумагам зарегистрировала эмиссию акций. А регистрацию тормозила «Алроса». В этой компании считали, что менеджеры Саханефтегаза продали акции дополнительной эмиссии Якутгазпрома, что называется, компании клону. И сделано это было по неофициальной версии с подачи главы республики, якобы для того, чтобы Якутгазпром не достался «Алроса». Да, вот таким вот образом «Газпром» год назад оказался заложником политических различных интриг. Вот интересно, что стоит за нынешней грядущей перепродажей его акций. Опять-таки политика, либо это чистая экономика, либо это какая-то банальная, спекуляция, что ли. Вопрос, в общем-то, отнюдь не праздный для многих горожан, они, в общем-то, актуальны по той простой причине, что вот если опять-таки верить Саханефтегазу, то «Газпром» сейчас находится в таком технически запущенном состоянии, что нуждается в серьезном очень внимании, а не вот в таких вот махинациях с его ценными бумагами. Наконец, хотя бы для того, чтобы сохранить надежность газоснабжения всей Центральной Якутии. Конфликт в редакции газеты «Эхо столицы» близится к своему разрешению. Главный редактор Александр Яковлев сегодня заявил, что подает заявление об уходе по собственному желанию. Выступая перед журналистами, он привел цитату из Бориса Ельцина. Когда тот досрочно покидал пост главы государства, то сказал буквально следующее. «Конечно, я ухожу от вас не со слезами на глазах, но я честно пытался наладить работу, найти общий язык». Конец цитаты. Между тем, учредители газеты пока еще не сказали своего последнего слова, и стало это ясно сегодня на сессии окружного совета. Там было сообщено депутатам, что будет преобразовываться эта газета, редколлегия, соответственно, ее, и будет поэтому объявляться конкурс на замещение должности руководителя. И для этого заместитель мэра Евгений Федоров просил дать на организационные мероприятия еще неделю. Надо сказать, кстати, что полноценного заседания у окружного совета депутатов Якутска сегодня не получилось. На открытие пришло всего только 15 человек. И вот после рассмотрения ситуации в «Эхо столицы» спикер Госсобрания Александр Савинов был вынужден перенести эту сессию на неделю, на 29 мая. Групповая драка в центре – это хулиганство, а не национализм. Так считает начальник УВД Якутска Сергей Кондаков. По его мнению, причиной драки 30 человек стала проблема взаимоотношений мужчина-женщина, а никакой не национализм. По его словам, милиционеры ППС были на месте драки через 8-10 минут. Едва завидев патрульные машины, большинство участников драки разбежались. Он сообщил также, что по уголовному делу, по этому факту хулиганства, проходит 12-14 человек, но никто из них не арестован. В то же время начальник управления сообщил, что относится к этому инциденту весьма серьезно после событий, произошедших в Кандапоге. Там же, в общем-то, достаточно горячий такой печально известный конфликт разгорелся тоже на бытовой почве. В УВД Якутска создана специальная оперативная группа по раскрытию преступлений, связанных с сотовыми телефонами. Таких телефонов с начала года лишился в столице республики 971 человек. Правда, в УВД считает, что часть из вот этих возбужденных уголовных дел никогда раскрыта не будет по той простой причине, что владельцы сотовых телефонов либо добровольно их отдавали, либо даже, как это иногда случается, продавали. Так студенты ИГУ зачастую продают свои телефоны, а затем добиваются возбуждения уголовного дела по якобы факту кражи или грабежа. В этом случае они могут добиться компенсации. В суд правкоме. Надо сказать, что аналогично ведь поступают и школьники тоже, когда они добровольно отдают, либо продают свои телефоны, а потом морочат головы родителям, и те добиваются от милиции возбуждения уголовных дел.
Итак, партийное строительство на этой неделе коснулось и окружного совета депутатов Якутска. Это тем более неожиданно, я бы даже сказал странно, по той простой причине, что достаточно большое количество депутатов эпизодически публично высказывались относительно того, что нельзя допустить политизации работы муниципальных органов власти, ну и окружного совета депутатов, соответственно, тоже. Но, тем не менее, факт остается фактом. 13 депутатов вошли во фракцию «Единая Россия» во главе со спикером Александром Савиновым. Но вот если смотреть со стороны, то окружной совет никогда не производил впечатления собрания единомышленников. Вот образование фракции, на ваш взгляд, оно каким-то образом консолидирует, ну хотя бы вот этих 13 депутатов, которые в него вошли? На самом деле это решение не неожиданное. Наверное, с прошлого года, с декабря месяца мы с председателем окружного совета вопрос обсуждали. На самом деле тоже среди членов партии было тяжело найти единомыслие. При поддержке городского политсовета удалось консолидировать эти силы. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, это правильный путь. Попытки создания депутатских групп на неформальной основе приводят к тому, что превалируют личные интересы. Понимаете, в чем дело? Не идеология, не какие-то глобальные мысли, какие-то масштабные проекты. А в основном получается как будто бы мышиная возня на самом деле. Вот я долго думал об этом и сам прошел через этот путь организации депутатских групп. А самая правильная платформа, которая может объединить депутатов в том числе, это идеология. Это мое четкое убеждение. За все годы работы этого состава окружного совета вы достаточно так последовательно, аргументированно выступали за то, чтобы депутаты, ну и городская власть вообще занималась не столько политикой, сколько какими-то конкретными делами. Не получится ли так, что образование фракции все-таки политизирует вашу работу? Политика есть концентрированное выражение экономики. Я вот почитал сейчас вчерашний доклад Грызлова. Действительно, очень масштабные проекты стоят перед страной, да? Порядка 1 триллиона рублей планируется инвестировать в развитие народного хозяйства в течение 3 лет. Поступление таких больших средств не должно послужить тем, что это начнется, ну как сказать, дележка, раздрай. Это должно четко идти на те цели и задачи, которые поставлены перед страной, перед республикой и перед городом. Я понимаю, что и в город сейчас будут поступать большие средства, их надо контролировать, их нужно использовать целевым образом в интересах всех жителей. Привычнее, что предприниматели тяготеют больше к СПС, например, да, чем к «Единой России». Вы вот оказались в рядах «Единой России». Я это к чему спрашиваю, что вы всегда достаточно так самостоятельно выступали, даже зачастую оппозиционно, когда вам что-то не нравилось, по сути, вы доказывали это. Не получится ли так, что теперь окружной совет потеряет такого оппонента, я не знаю, там каким-то решением, с которыми лично вы не будете согласны, и вы будете консолидированно выступать? Вопрос понятен. Но начнем с истории. Я в партии «Единая Россия» начал в единстве, работал с 1999 года. Когда образовалась на основе единства партии «Единая Россия», тоже вступал, участвовал в учредительном съезде. И поэтому больше никакие партии не переходил. Поэтому я так считаю себя старожилом, старым членом партии. Давно там работаю. И как член «Единой России» я тоже выражал свое мнение зачастую и на партийных конференциях, и на депутатских слушаниях. Естественно, будет у нас процедура так называемого консолидированного голосования. Если по каким-то принципиальным вопросам фракция примет решение голосовать таким образом, то я как член фракции обязан подчиниться общему мнению. Я буду это делать. Нормальный процесс. Вы, наверное, будете все-таки давить остальных членов фракции, я имею в виду, во время обсуждения того, каким образом выступать по тому или иному вопросу, нет? Ну, всего характера. Нет, ну каждый имеет свое мнение. Извините меня. Давить, не давить, но депутаты люди подготовленные, имеют свое мнение. Тяжело их так чем-то. Только аргументированно возможно убедить человека. И еще один вопрос. Надо ли понимать так, что образование фракции именно в это время означает, что вы уже начинаете подготовку к предстоящим выборам, и в том числе вот 13 человек, которые входят в фракцию, намерены и дальше продолжать работать в окружном совете? Я вам скажу маленький секрет. Фракцию уже организовывали 2 года назад, 1,5. Илья Филиппович собирал, пытался организовать это. Сейчас фракцию удалось сформировать в связи с изменением руководства политсовета республики. То есть тогда вы не хотели объединенно выступать? Тогда не удалось объединить депутатов в связи с теми противоречиями, которые были между исполнительной и законодательной властью города Якутска. А сейчас их нет? Сейчас нет второй стороны. Депутаты-то остались. Ясно. А насчет выборов все-таки? Ну, в выборах, естественно, сейчас задачи стоят. В декабре месяце выборы в Госдуму, в марте следующего года выборы в Ильтуме, в октябре следующего года выборы в городское собрание. Конечно, начинается череда выборов, естественно, нужно консолидироваться и двигаться в этом направлении. Но говорю, это точка,
На самом деле удалось организоваться. В прошлый раз, когда вот года полтора-два собирались, не удалось организоваться. Именно из-за тех противоречий, которые были между исполнительной властью, депутатами, в том числе депутатами, членами партии «Единая Россия». То есть еще не факт, что нынешняя фракция будет работать? Но я думаю, будет работать. На сегодняшний день нет у нас противоречий с городским политсоветом, с республиканским политсоветом в этом плане, в плане рассмотрения движения, развития города Якутска. Итак, 13 депутатов окружного совета Якутска образовали фракцию «Единая Россия». Однако желаемого единства это все-таки не принесло, ведь их больше половины, однако и вчерашнее, и сегодняшнее заседание окружного совета были сорваны из-за банальной причины – отсутствия кворума. На сегодня все. Встретимся завтра. Всего доброго.